На 49-й внеочередной сессии Якутской городской думы рассмотрен важный вопрос внесения изменений в бюджет города. За счет безвозмездных поступлений доходная часть бюджета города Якутска увеличивается на 1 миллиард 165 миллионов рублей. Муниципальная программа развития образования на 2018-2022 годы увеличивается на 50 миллионов 641 тысячу рублей в 2018 году, на 75 миллионов 155 тысяч рублей в 2019 и на 227 миллионов 500 тысяч рублей в 2020 году. Финансы будут направлены на выкуп и ремонт зданий и помещений для школ, которые рассчитаны на размещение 1040 школьников. По улице Кирова, 15, для технического лицея имени Алексеевой и среднеобразовательной школы 17 на 320 мест, второй этаж нежилого помещения в 203 микрорайоне, дом 8, под помещение для среднеобразовательной школы 33 на 120 мест, трехэтажное здание по улице Чайковского, 117/2 для среднеобразовательной школы номер 20 и среднеобразовательной школы номер 25 на 240 мест и здание по улице Толстого, 20 для среднеобразовательной школы номер 5 на 360 мест. Также увеличение коснется муниципальных программ, комплексное развитие социальной инфраструктуры и формирование городской среды. Последние полгода депутаты прорабатывали важнейший вопрос создания дополнительных мест в школах Якутска. Принято решение направить средства на эти цели. Еще одним решением депутаты внесли изменения в положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа город Якутск. Они открывают возможности предоставить дополнительные образовательные программы в сфере искусства, физической культуры и спорта для детей-инвалидов. В частности, на базе детского подросткового центра ДЮСШ номер 2. Вообще уточнение бюджета у нас в год несколько раз проходит. Считаю это правильным, но данное уточнение связано прежде всего с бюджетными трансфертами с вышестоящего бюджета, порядка 1 160 с лишним, да? Миллиард 160 миллионов. Из них 300 с лишним миллионов на субсидии на строительство 35-й школы, что очень важно, да, в наших условиях. И порядка 353 миллионов мы направляем на выкуп и ремонт зданий. Но одномоментно все решить, наверное, сложно, но то, что мы это решение приняли, конечно, тот накал и то напряжение, которое есть у наших родителей, оно снимется. Два вопроса 49-й сессии касались досрочного прекращения полномочий депутатов Якутской городской думы по единому избирательному округу. Перфилева Евгения, который перешел в Министерство охраны природы Республики Саха-Якутия, и Семенова Анатолия, который возглавил Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания Илтумен, глав 15 муниципальных районов и города Якутска, а также новый состав Якутской городской думы, депутатов представительных органов 22 районов и 7 поселений. Во всех случаях в постсоветский период подобного уровня и объема выборов не было, когда были бы совмещенные выборы, выбирались бы народные депутаты Республики Саха-Якутия, глава республики, ну и довольно большие по объему и муниципальные выборы. То есть у нас в отдельных территориях людям придется голосовать, и получая 6-7 бюллетеней. То есть у нас задействована в полном объеме вся выборная система Республики Саха-Якутия. У нас на данный период времени создано 797 постоянных участковых избирательных комиссий. Они начнут работать за 10 дней до выборов. Ну а территориальные избирательные комиссии, они уже и сегодня работают. Центр избирком завершил прием документов от кандидатов по одномандатным округам и списков от избирательных объединений политических партий. На получение депутатских мандатов заявилось 12 партий. Партиями выдвинуто 735 человек. Из них 600 по партийным спискам и 135 по одномандатным округам.
На муниципальном уровне избирательные комиссии организуют выборы главы Якутска, глав 15 улусов, депутатов Якутской городской думы и районных советов в 22 улусах и в городе Якутске в количестве 447 депутатов. Еще в 14 улусах выберут 20 глав наслегов и депутаты представительных органов 7 поселений. На должность главы городского округа город Якутск заявили о выдвижении кандидатур 7 политических партий. Самовыдвиженцев в настоящий момент у нас пока никого нету. Срок подачи документов на выдвижение и регистрацию на муниципальных выборах один по всей республике. Это 30 июля 2018 года. Поэтому, кроме этого, 9 сентября на территории городского округа город Якутск пройдут очередные выборы депутатов Якутской городской думы. Якутская городская дума, она формируется по смешанной избирательной системе. 15 депутатов будут выбраны по партийным спискам и 15 депутатов по одномандатным избирательным округам. У нас в городе 15 одномандатных округов, и там могут выдвигаться кандидатуры как от политических партий, так и в порядке самовыдвижения. Вот часть политических партий, она уже получила поддержку избирателей, и эти партии представлены в Государственной Думе Российской Федерации, то, что мы называем парламентские партии, и плюс одна партия у нас по партийным спискам в нынешнем созыве, в 3-м созыве работает, это гражданская платформа. Поэтому эти названные партии, они освобождены от сбора подписей. Все остальные политические партии, которые выдвигают кандидатов в одномандатный и единый округ, они должны обязательно получить поддержку избирателей, то есть собрать подписи избирателей. Ну, количество подписей обычно интересует, да, избирателей, сколько они должны сдавать. В одномандатные округа это совсем небольшое число, это 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории этого округа, ну и оно колеблется там от 45 до 75, в зависимости от количества людей, проживающих, да, на территории округа. А вот по единому округу, конечно, количество подписей собрать надо много будет. Такое же количество у нас и на главу, если кто-то самовыдвиженцем пойдет. Это от 850 до 900 подписей. Это достаточно много. У нас заявили о желании выдвигать в списки политические партии, 10 политических партий различных. Вот. Ну, посмотрим, все ли они, во-первых, сдадут документы в комиссию, это раз, и, во-вторых, смогут ли собрать на необходимое количество подписей избирателей. Кандидаты уже начали получать удостоверения кандидатов на должность мэра столицы. Также на заседаниях городского избиркома уже начали рассматривать регистрацию кандидатов в депутаты. На праймере с «Единой России» Александр Савинов набрал наибольшее количество голосов избирателей – 85% голосов. Региональное отделение партии приняло решение о выдвижении Савинова на главу города. У Александра Александровича большая группа поддержки в лице сторонников партии. Прошло заседание, идет заседание территориальной избирательной комиссии, и сегодня я зарегистрированным кандидатом получил удостоверение за номером 2 кандидатом на должность главы городского округа город Якутск. Вся процедура соблюдена, все документы проверены, и я сегодня получил удостоверение кандидата на должность главы городского округа город Якутск. Многоуровневость выборов требует плановой организаторской работы на местах и огромной работы по информированию избирателей. Вся деятельность избирательных комиссий нацелена на обеспечение максимальной прозрачности, открытости выборов, повышения доверия к выборам. То есть с 25 июня у нас начнется голосование по месту нахождения. Это голосование будет проходить именно на государственных выборах. То есть по тому принципу, как были и выборы президента Российской Федерации, когда 60 тысяч наших избирателей смогли воспользоваться этим правом голосования по месту своего нахождения. Вот в городе Якутске таких людей было 30 тысяч человек. То есть человек для того, чтобы ему в дальнейшем проголосовать 9 сентября, вот начиная с 25 по 7 сентября, он имеет право и возможность написать соответствующее заявление, значит, для голосования по месту своего нахождения. Ну что такое местонахождение? У нас очень большое количество людей, которые фактически проживают в одном месте, а зарегистрированы в другом месте. Вот эти люди имеют право обратиться с 25 июня с 9 утра
территориальные избирательные комиссии, в многофункциональные центры. И, конечно, тот, кто обладает компьютерной грамотностью и имеет личный кабинет через единый портал государственных услуг. Увидев это заявление, он заполняет данное заявление, и о том, на каком участке он будет голосовать, заранее сказав самостоятельно, он может принять участие уже по месту своего нахождения, назвав вот этот избирательный участок. Вот это вот одна из тех новаций, которая применялась на мартовских выборах, то есть она называется мобильный избиратель, она также будет применяться и на этих выборах. Именно по выборам, касающимся главы Республики Саха-Якутии и как единого округа, и как единого округа это по партийным спискам народных депутатов Республики Саха-Якутии. В остальных же выборах процедуры несколько иные. К сожалению, на выборах по одномандатному округу, если человек находится не по месту своей регистрации, он не сможет принять участие. А если он принимает участие в муниципальных выборах, там действует законодательство, по которому человек также должен проголосовать по месту своей регистрации. Но он имеет право в случае, если он выезжает куда-то, обратиться в свою участковую избирательную комиссию за 10 дней до начала выборов для того, чтобы проголосовать досрочно. То есть на муниципальных выборах у нас имеется возможность по месту регистрации в случае своего отъезда в командировку проголосовать или если человек куда-то уезжает, проголосовать уже непосредственно на своем избирательном участке заранее. Я как пример хочу привести, если человек зарегистрирован в Чукурдахе, а проживает в городе Якутске, он имеет право, начиная с 25 числа, прийти в территориальную избирательную комиссию, в многофункциональный центр, заполнить соответствующее заявление, указав участок, на котором он будет голосовать, и принять участие 9 сентября на выборах уже в том участке, удобном для себя, который он напишет в этом заявлении. Голосование будет проходить на территории Республики Саха-Якутии. Безусловно, те жители нашей республики, которые зарегистрированы в республике, находятся за пределами республики, к сожалению, они не смогут принять участие в голосовании, они также не смогут принять участие и в написании вот этого документа, чтобы проголосовать по месту своего нахождения. Подготовка и проведение совмещенных избирательных кампаний по досрочным выборам главы Якутии, народных депутатов республики и муниципальных выборов в единый день выборов 9 сентября набирает темпы. Регистрация завершается 30 июля, после чего жители республики и северной столицы ожидают более близкое знакомство со всеми выдвиженцами. Примерно месяц определиться с выбором, который предстоит сделать 9 сентября.